Осень долго баловала жителей Абхазии теплой солнечной погодой. А вот ноябрь принес дожди и прохладу. Так что доставать теплые вещи и зонтики все-таки придется. Осень в этом году выдалась по-настоящему бархатной, а морская вода до сих пор комфортной температуры. Некоторые жители и гости республики продолжают купаться. Кроме того, все это время практически не наблюдалось дождей. Поэтому в атмосфере скопилась влага, которая должна выпасть в виде осадков. В этом году было очень засушливое, без осадков лето по всем умеренным широтам. Это и Ростовская область, юг России, весь Краснодарский край. Связано с общим глобальным потеплением на континенте. В Абхазии, значит, то же самое. Этот процесс глобального потепления здесь тоже проходит, удлиняется теплый период, значит, и температуры повышаются. Особенно вот в данном случае осень, как таковая, у нас стала летом. Сезон дождей с середины октября и до середины ноября, он сместился на декабрь. Должен сместиться. Это с большой вероятностью. И мы получаем декабрь дождливым. Помимо осадков, в ноябре и декабре ожидается понижение температур, что в субтропическом климате из-за высокой влажности может быть довольно ощутимым. Однако, по словам метеорологов, отметка термометра вряд ли опустится ниже нуля. Понижение температуры будет в этом году даже больше, чем в предыдущие годы. На Новый год мы не ожидаем снега. После Нового года, в зависимости от перемещения холодных воздушных масс, возможно снег в виде мокрого. В горах Абхазии на днях выпал и уже растаял первый снег. По сравнению с прошлым годом это произошло почти на 1,5 месяца позже. Мы видим проявление выпадения осадков в горной зоне Абхазии. Это связано именно с циклонической деятельностью. Как известно, в осенние и весенние периоды на территории Абхазии сильно возмущается воздушная среда, но из-за температуры, которая держится в осенний период морской воды, смягчаются эти процессы для приморской зоны, но для предгорной горной зоны холодные фронты дают твердые осадки в виде снега. По прогнозам синоптиков, с 4 ноября ожидается небольшое потепление, но к пятнице погода снова испортится. Какие бы сюрпризы ни устраивала погода, нужно обязательно бывать на свежем воздухе. Только не забывайте соблюдать социальную дистанцию и одеваться по погоде. Эсма Гуланзе, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.